Нежелание властей или просто неспособность? Почему Таджикистан не может защитить своих мигрантов? Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Мигранты из Таджикистана в России остаются самым прибыльным активом экономики и одновременно самым уязвимым слоем населения республики. За 30 лет независимости страна так и не смогла диверсифицировать миграцию и создать механизм защиты своих трудовых ресурсов за рубежом. Анис, 37-летний гражданин Туркменистана, из которых 17 лет жизни он провел в трудовой миграции, работая сантехником. В начале 2023 года в результате полицейского рейда в Москве он был задержан и по решению суда депортирован на родину. У меня 3 детей, родители, братья и сестры, которым я помогаю финансово. Из-за этого я долгие годы не мог себе оформить российское гражданство. Когда меня депортировали, моя семья осталась без средств к существованию, рассказывает Анис свою ситуацию. Последний год трудовые мигранты из Таджикистана в России испытывают беспрецедентное давление. Рейды в местах проживания мигрантов, массовые аресты и депортация, мигрантофобская риторика из уст политиков, СМИ стали привычной частью жизни общества России. В таких условиях, по словам самих мигрантов из Таджикистана, на свое государство рассчитывать не стоит. При этом денежные переводы мигрантов в разные годы достигали более 40% ВВП Таджикистана. Переводы трудовых мигрантов, по мнению экономистов, обеспечивают платежеспособность большинства семей в Таджикистане, способствуют развитию бизнеса, банковской системы и спасают население от крайней нищеты. Однако, несмотря на всю пользу, общество и власти Таджикистана не могут адекватно защищать мигрантов, считают критики официального Душанбе. Работа правительства, особенно посольства Таджикистана в России, неэффективна. Мигранты в целом в России являются очень уязвимыми. Но таджикские мигранты уязвимы вдвойне. Когда посольство не может защитить права своих граждан в отдельных мелких ситуациях, то во время массовых кампаний против мигрантов они тем более ничего не могут сделать, так как такие кампании инициируются сверху и проводятся во всех регионах, рассказывает политический активист Фархот Одинаев, который долгое время был мигрантом в России. По его словам, если бы представители посольства были бы более активны, как их коллеги из Кыргызстана и Узбекистана, то, возможно, нарушений прав мигрантов из Таджикистана было бы меньше. С таким мнением не согласны глава Демократической партии Таджикистана и депутат Нижней палаты парламента Саид Джафар Усманзада. По его словам, в таких ситуациях диалог между властями идет на всех уровнях, но это не раздувает в информационном пространстве. Мы сотрудничаем на уровне парламентов Таджикистана и России. На этом уровне проблема была обсуждена, были озвучены предложения парламентариев. Мы тоже граждане этой страны. Как мы можем игнорировать эти проблемы, говорит депутат. Парламентарий считает, что усиление контроля со стороны властей России можно понять, поскольку эта страна ведет войну и пытается свести к минимуму угрозы терроризма и экстремизма. Власти Таджикистана на официальном уровне несколько раз за этот год выразили обеспокоенность по поводу массовых задержаний своих граждан. В мае этого года глава МВД Таджикистана Рамазан Рахимзада попросил своего российского коллегу Владимира Колокольцева взять под контроль случаи избиения таджикских студентов правоохранительными структурами. Позже МИД Таджикистана вызвал посла России в Таджикистане Семена Григорьева и выразил ему обеспокоенность в связи с массовым задержанием граждан Таджикистана. Эмомали Рахмон периодически в ходе встреч с официальными лицами России просит о миграционной амнистии для граждан Таджикистана и упрощении процедур легализации. Тем не менее, давление на мигрантов и усиление контроля их пребывания на территории России не прекращается. Особенно после того, как в октябре 2022 года Совбез России анонсировал корректировку концепции миграционной политики и необходимость ужесточения контроля за миграцией. Эксперт в области миграции Карим Алиев отмечает, что усиление за миграцией в России и конкуренция за рабочие места в этой стране, возможно, будет расти по мере усиления изоляции. Поэтому такие страны, как Таджикистан, которые экспортируют рабочую силу, должны думать на диверсификацию миграционных потоков. Чтобы не стать заложницей и впадать в зависимость, власти Таджикистана давно должны были работать над поиском новых направлений миграции. Для этого нужно было налаживать нормативно-правовую базу и, самое главное, готовить конкурентных мигрантов востребованных профессий. Профессиональных сварщиков, плиточников, крановщиков, сантехников и тому подобное. На таких специалистов спрос есть везде, не только в России. Чем больше направлений для миграции, тем лучше государство сможет сохранять независимость и, соответственно, отстаивать права своих граждан, считает Алиев. А вы с ним согласны? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.